Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров с очередной рабочей поездкой по региону, на этот раз в городе Мелеузе. Мелеуз основали во второй половине XVIII века как торговое село на Оренбургском тракте. Расположен этот населенный пункт в 225 километрах от города Уфы при впадении реки Мелеуз в реку Белую. И первый объект в рабочей поездке Ради Хабирова по Мелеузу – 32-й микрорайон. Глава региона по уже сложившейся традиции проверяет, как реализовывается программа комплексного ремонта подъездов. Вы местный подрядчик, да? Да. Местный, да? Местный. Местный заработал. Мы старались, да. Но и в Тертамакске, мы здесь, Тертамак тоже сейчас усиливается. Но все равно, но Но основной костяк местный. Потому что задача же еще, деньги даем, чтобы еще вы зарабатывали. Нет, мы местные, мы не приезжие, откуда. И люди у нас работают местные, поэтому как бы вот все здесь. Ну, покажете, да? Да, Уже сразу с кодовым замком? Да, здесь сразу ставите, да? Двойная дверь, вот этот тамбур. Ну, камерная дверь установлена полностью. Ну, как договорились. Да, плитка, первый этаж, плитка, да, полностью. Здесь, ну, они попросили, чтобы барашек был, жильцы, ну, когда это было. Но сейчас вот других... А было что? Было до этого гладкое? У них была, да, гладкая штукатурка была. Мы когда предложили, ну как вам гладкую оставить или фактурную сделать барашек, они сказали, что нам лучше барашек. Вот, да, жители сами его выбрали. А цвет сами выбирали? Это же Жители. Сами жильцы, они вместе, у них, значит, собрание было, они на собрании выбирали цвет. Освещение у нас через как реле или... Оно автоматически, да? Потому что... также они... И все в Карабах. Все в Карабах, да, ящички мы все делали. У вас интернет-провайдер здесь кто? Башинформ и... Ну, все фамилия уже здесь, да? Да. Чтобы потом опять сверху не... Нет, они уже поверх. Это тоже они, в общем-то, полностью заменили. Здесь полностью тоже. Здесь сколько этажей? 5. А вот сколько мы платим за это? Ну, вообще мы... У нас 320. 320. Ну, нормально. Вы же с учетом вот этого меняете? Да, у нас здесь еще, да? двери металлические здесь поставили. У нас два варианта есть. ПВХ двери установка или металлические двери. Вот, да, жители, они выбрали металлические двери, поэтому, да, мы им сделали металлические двери. Здесь вот окна у нас на этажах дальше, они по 2 окна идут, то есть полностью везде заменены. Раньше деревянные были, да? Деревянные. Старые вот да, они которые... не открывались, ничего. Сейчас вот эти и так открываются. А они двойной такой пакет или какой здесь? Зиму тепло держит? Да. Вот с учетом. Да, да. Это пакет, который будет держать тепло. А прессовка не нужна? Мы Здравствуйте. Приятно познакомиться. Здравствуйте. Я жительница этого дома, подъезда с 3-го этажа. Я вижу, что-то вы не дочистили ведь наличник. Наличник. Дело в том, что вот этот житель этого подъезда конкретно, он говорит, я буду менять дверь, вы меня не трогайте, ничего, понятно. поэтому говорит, пусть не трогайте. Я сам, я заменить. Вы с вами советовались, да? Ну, я так предполагаю, да, и когда я еще приезжала, я сама живу в Казани, вот приезжаю в гости к родителям, когда я приехала, увидела эту красоту, то, что у нас было до и после, это как вот картинка, когда как картинка, в принципе, потому что до этого было, ну, сказать неприлично, это... Серьезно? Да, ну... Да. Здравствуйте. Ну, получше стало нам? Даже по-новому, да, вот этот. У нас люки менялись за счет... сами меняли, да? Да. Ну вот сейчас вот вас устраивает? Вот. Да, главное вот жители устраивают, то есть этого подъезда, я в соседнем подъезде, то есть под программу попали. Большое спасибо вам. А дому сколько лет? 91-го года дом? А инженерия как здесь? Трубы, прочее? Трубы, в принципе, нормально, но местами надо вот подваривать. Крыша не течет? Крышу вот недавно делали. Делали, то есть Да, в принципе да, все. Правильно, если крыша течет, какой смысл это все делать? Ну ладно, тогда, если вам нравится. Большое спасибо. Такую красоту. До свидания.
А вот это вот тоже сделали? Это полностью входная группа, да. Заменим. А вот там залили, чтобы... И вот в этом доме... 4 и 6, почему? До этого в капитальный ремонт делали уже. То есть уже они это было, попадали да? по программу, поэтому мы выбирались. А со двором что? Вот двор, это до этого мы делали. Тогда еще не было, чтобы игровые, вот как мы сейчас делаем, покрытие. Но в перспективе будем тоже думать об этом. Бетонировать? Да, или и, да, сделать, да. И жители просят, чтобы стоянки, мы тоже об этом сейчас будем обговаривать, потому что машин много. И, как бы, А сколько дворов в этом году? дворов в городе будет у нас 4, 5, и в районе еще будет. Да. Какие есть вопросы? Нет вопросов? Нет. Вам спасибо большое, мне нравится. Гарантия есть на этот ремонт вообще? Вот это хотелось бы узнать. А вот подождите, да. А вот как это заключились? Гарантия Гарантия год, наверное, нет? По гарантии, да. Гарантия гарантии, год да, есть. да. То есть если вдруг какие-то будут вопросы, то есть если что-то по нашей вине что-то случится, мы гарантийные обязательства держим перед жителями. Вот поэтому с этим вопросов никаких нет. Спасибо. Раисович, судя по всему, вам понравился подъезд? Мне этот подъезд понравился, да, хороший. Молочно-консервный комбинат. Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Мелеузу. На предприятии производят сухое цельное и обезжиренное молоко. Из новшеств реализовывает инвестиционный проект Республики Башкортостан производство сухих смесей для детского питания. Нужно сам выпускник пройти, сейчас ноги обрабатывать. Сюда руки поставить, потечет, я туда. И только потом вот оно зеленое загорится. Вот так, ага, ладошки. Все можно. Все, можно выходить. Здесь первичная обработка, очищение молока происходит. Вот сейчас немножко по пути прервемся. Здесь у нас масло, производство масла. В этих емкостях у нас сливки собираются. Сепарируем, сюда собираем. Здесь они созревают. Эта линия по фасовке старая, но она у нас работает. Это вот как бабушки раньше сливочное масло было. Вот заказ, да. И оно замораживается, да? Потом она вот камеры первично остывает, охлаждается, и потом в глубокую заморозку кладем. Спасибо. Спасибо, девчонки. Вот оно сердце, да? Вот здесь это молоко забирается. Да, вот здесь сюда подается уже сгущенное молоко, и методом распыления подается пар, и все это потихонечку превращается в рыбу. Вот посмотрим, как фасуется молоко сухое. Здравствуй, мальчики, как дела? Каждые 10 секунд пробоотборник берет пробу молока, и лаборатория делает анализы на обсемененность. Какие бактерии? Если что-то превышение, все, вторичная переработка у нас уже не допускается. Нет, мы продаем баночки 450 грамм. Продаете, да? Сейчас выставка будет. Вот у нас, знаете, какая проблема? У нас в межсезонье, вроде бы у нас идет реализация немножко. А сезон, когда большое молоко, мы не можем его заготовить. Но у нас не хватает оборотки. Почему? Потому что его много, а нас не могут кредитовать там жизнь. Залоги в разные ситуации бывают. И мы не добираем. Мы бы могли больше его заготовить. И, естественно, продать, и, естественно, налогов заплатить. Тут уж что говорить. Ну вот это вот
модернизация, которую делаете, она крупнейшая получается, да? Да, она серьезная, крупная, большая. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы вот тем кодексом, который Российская Федерация предусмотрена, может быть, нам немножко республика поможет. Потому что сухое молоко, оно по своей структуре, оно не высокомаржинальный продукт. Потому что затратно. В год мы перерабатываем от 56 до 80 тысяч тонн молока. Производим порядка 9, 8, 9, в зависимости от рынка, 8-9 тысяч сухого молока. Почему мы акцентировали внимание на том, что этот проект актуален? Потому что в России сухой основы для детского питания не делает никто. Ее завозят. А молоко, которое производится на территории нашей республики, сырое молоко, оно обладает всеми необходимыми качественными показателями для того, чтобы производить основу здесь наше, свое. Общая площадь 5200 квадратов. Это вот склад, это вот само здание. Вот, это вид. Это вот как раз новый объект, да? Да, это вот тот объект, который мы планируем. Это вот примыкание, имеющееся примыкание, приемка, то есть все коммуникации, которые необходимы и мощностя, они у нас есть, Раиса Борисович. Вот, я очень благодарна, очень долго этот вопрос решался, а вот, Рустем Иванович, я просто администрации благодарна. Решили вопрос, и часть объемов газа мы использовали для отопления социального сектора, и сейчас они высвободились, и мы можем использовать... Построили блочную котельную, отдельно соединили. Я очень благодарна, это огромная работа, которую мы просили, чтобы сделали. Мы готовы во всем поддержать. А когда по плану настройка выходит? Вот у нас в сентябре, конец сентября плановая дата выхода уже все, кредита. Уже выхода, да? И все, да. У нас этот контракт, он у нас уже все отработан. Сколько появится новых рабочих мест здесь? Планируем порядка 80. Так много, да? Планируем пока, но вот по подсчетам где-то свои будут, кто-то высвобождаться. Это производство у нас будет работать. Здесь представлена вся продукция, которую мы работаем. Начиная от сухого молока, это основной продукт. Вот масло. А пачка сколько масла стоит? 82 рубля. 82 рубля. А вот эти вот продукты куда раскидываете? Мелюз поглощает или все-таки по республике? Мелюз, Кумертау, Салават, Салават. Скажите, а детские сады, школы Башкортостана, это продукт? Башкортостана нет, Мелюзовский район, Салават, город Салават, Кумертау. У нас новый руководитель госкомитета по рынку. Я ему дам поручение усилить контроль. Люди должны четко понимать, вот это натурально, вот это не натурально. Вот это говорили, тем более, да, мы все сейчас хулиганят, нарушения везде есть, мы это сейчас поправим, и будет везде идеальный порядок. Меня радует, что вы не остановились, очень вкусно, не остановились и увеличите объемы. Вам поможем. Всегда знайте, что на Мелюзовской земле, это не громкие слова, на Мелюзовской земле живут очень трудолюбивые люди. Честно, очень трудолюбивые. И мы очень хотим, чтобы Башкирия никогда позиции ни по молоку, ни по мясу никакие не сдавала. Здесь будут пахать день и ночь. У нас люди такие. По молоку будем бороться за первое место. Это невероятно сложная задача, потому что очень существенно убежали. Но ничего, чем сложнее задача ставишь, тем приятнее. Да. Это же один из инвестпроектов, насколько я понимаю, да? Это инвест-часы в действии? Да, это инвест-час. Вот как раз этот проект, о котором мы говорили, это довольно большой объем инвестиций, и мы с руководителями говорили, прошли через инвестиционный совет наш. Вот в реализации, то, что называется. Правильно понимаю, что это был на республиканском инвест-часе? Да, это крупный проект. Это крупный проект. И какие меры поддержки в республике? Ой, тут все меры поддержки, начиная с инфраструктурной поддержки, возмещения, субсидирования на оборудование. Там много. И прежде всего, конечно, это налоговые издержки. Потому что мы освобождаем, по сути, налог на имущество, налог на прибыль первый. Это очень серьезно. Вот приемное отделение. Это вот здесь молоковозы оттуда сюда завозят. Вот это наши. А грузиться с той стороны не будет. Да. Там тоже подъездные эти трапы. Ну, это сначала вроде бы хотели мы здесь, а потом посчитали, ставить такую хорошую сушку. У нас там и воздух надо подготовить, и воду подготовить. Нет уж, если делать... И бактерии там. Да. Мы решили
потихонечку убрать и сэндвич вот высокую, красивую, Это почти, цвете почти красивый. в 2 раза выше будет. Да, Примерно да, так, да? да. Ладно, хорошо. Большое вам спасибо. Удачи во всем. Всего доброго. До свидания. Далее временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров отправляется в конно-спортивный комплекс «Тулпар». В этом муниципальном предприятии необходимо реконструировать здание. Нужен и новый манеж международного класса. Около 100 детей и 100 лошадей. Чистокровные. 16 голов у нас. Общее количество. 116 голов лошадей. Но это, в принципе, один сейчас башкирий комплекс, который мы сами и разводим лошадей. Все свои доморощенные лошади. У нас есть, нет, башкирской нет у нас. Чисто башкирской у нас нет. Один есть у нас пробник, чисто башкирский. 26 голов чистокровной породы. И Какие породы? чистокровной породы, ганноверской породы, буденовцем, с дончаком смешанный. Вот. Ну, мы кровленных делаем лошадей. Вот это все наши, все выведены здесь. Со стороны вообще не покупаем мы, потому что дороговато все На становится. соревнованиях участвуете, да? Да, мы участвуем на соревнованиях. Вот в том году был застой, все. У нас за последние, значит, эти 3 года 7 человек выполнили кандидатов. Да, мастера. Потому что выезжали мы в Екатеринбург, это ближайшие наши, в Дубраву, там вот выступали. Вот Алексей, он в этом году мог выполнить мастера, но на кроссе одно препятствие не проехал. А выполнял все с отрывом таким хорошим. По юношам мы очень хорошо выступали дети. Выигрывали юношеские, там по юниорам выступали тоже. Это вот в основном, вот этот чистокровный тоже основные у нас это спортсмены такие, которые прыгают. Ну, в основном занимаемся троеборьем. Это потому что в Башкирии больше нет. Да, в Башкирии больше нет, никто не занимается. Потому что условий не хватает других. Ну и конкуром тоже прыгаем и конкура, но проблема немножко еще в том, что у нас нету своей коневозки, чтобы выезжать на соревнования. Вот. Это самый тяжелый такой вопрос. Коневозки. Да, коневозки для Тут перевозки большая лошадей. такая, Да. Нам хотя бы головы на 4. У нас прицеп есть на 2 головы. Это Салават Синтез в свое время нам подарили. Они вот, помогли. Один вот он стоит на улице. Ну вот, бывает, заказываем машины, так вот едем. А в принципе люди готовы выступать и на российских. Вот, сейчас вот Я имею в виду, что мы разработали проект по экспертизе, полностью манеж с международным стандартом. Вот здесь вот, да? Да, Он больше или нет, такой? соседний новый, новый. Он соединяется будет, потому что мы не умещаемся здесь. Детей очень много, занимаются из близлежащих городов едут, Салавата, Стерлитамака, с Кумертау, значит, вот, в Душанбе дети ездят. А вы сами разводите, да? Мы сами разводим, да. Это же наука целая. Жеребцов, ну, где-то берешь жеребца там хорошего, вот, ну, алиментом отдаешь, вот от Харала брали, очень хорошие 6 голов получили. Они, во-первых, рослые такие, комфортного уже типа. И вот их уже будем... А вот у нас в республике вам партнеры есть какие-то? Вот наш центральный. Нет, они, в принципе, не конкурируют. У них нет лошадей там. То есть у вас нету здания, есть лошади? У нас есть лошади, А там есть здание. у них все есть, но у них нет лошадей. Серьезно? Да, они потому что если даже что-то купить, они покупают. И то даже вот наши сейчас начинают девочки, которые здесь обучались, поехали туда учиться, и они уже как первыми там становятся. Ну, у нас А у вас тренера есть на езде? Да, у нас, Где нет, берете? у нас 5 человек, 5 тренеров, это занимается Как-то детьми. сами научились, да, или как-то учили? Ну, они проходят здесь школу, в принципе, все. Ну, это местные, да? Да, да, все местные, специализированных таких вот, чтобы обучение как тренеров, такого нет вообще по России. Это годами нарабатывается. Об этом же был еще разговор, что не готовят специалисты. Да, очень много детей таких вот ходит, да. Дети с удовольствием ходят. И терапия тоже проходит? Иппотерапия, да, проходит иппотерапия, Гуталь проводит. Мы сейчас вот этот вот Но месяц... для этого, наверное, не скаковые лошади. Там, Нет, там простая. Здесь да. есть вот типа башкирских таких лошадей, спокойно. Мейрен, старый Да, да, они кабинет. специально вот. А мы, как говорит, вот уже ребята вот ходят уже, следующие у нас. Это маточный поголовье, маточный, да? И маточный, тут и заездки, которые еще лошадки. А там где держите? Вот
чисто? Или у вас... Вот сейчас, значит, здесь уже застройка, вот у нас там ипподром еще. Я Там в еще этом ипподром году есть. уже там, ну, больше 30 лет, как А потом говорится. скаковой, да? Это Да, там, ну, скачка? как, ну, нет, скачек нету, просто там конкурное поле, сейчас мы тоже обгородили его, сейчас вот песок А вы заводим. частное здесь или муниципальное? Мы только Муниципальный, содержим, да, да, чисто сами мы тащите. содержим, да, поэтому нам немножко Поэтому тяжело. городу, да, Мы тяжеловато. кровлю, поможем. кровлю сделали, столько это Вы окна придите поменяли. вообще в целом, подготовьтесь о программе Да, развития полностью, вашей. план. Первый вопрос сделан, а потом придите так готовы. Потому что, ну, здесь, где по возможности, город, конечно, помогает. Тут все развалено было, будем говорить. Тут 6 лет тому назад очень А сколько лет ему? Это, наверное, Советский Союз? 76-го года. Что вы? И не боятся. У нас города приезжают, кормят. Они кормят, Да, приходят, смотрят. постоянно кормят. Вот на следующий год уже там трава у нас еще пойдет, а пока завозим сюда. Здесь Кармане все этот помогаем, год решаем немножко через тяжеловато. колхоз. Им заезжать, конечно, тоже тяжеловато приходится. Но ничего. Ну да, они тут тоже такие надо, выписывают кренделей. Молодцы, что муниципальные сохранили. Ну, сохранили, тяжело, но жалко, понимаете, столько детей. И самое главное, население просит. В 1977 году почти 50 лет, получается, когда? 40, Ну, через 10 лет где-то там получается. 43 года. Сейчас вот я и сам уезжал тоже в Москву работать. Ну да, это там, ну, все условия, конечно, давали. Ну, из-за родителей, потом пришлось вернуться сюда 6 лет. И сейчас вот у нас тренер уезжал там тоже. Сейчас тоже она приехала сюда, назад. Я говорю, хватит, говорю, там поднимать. Все, давай назад, домой. Ну, Мне, я тоже в Москву уезжал. Да, поэтому я думаю, все-таки охота у себя что-то, чтобы было. В принципе, работали на Москву, да, там и не отпускали, все там, ну, до сей поры зовут в любой момент, но охота, чтобы у себя все-таки в республике было, это же наша родина все-таки. И мы уже, как говорится, я с детства тоже, с 7-го класса как пришел сюда, вот так, с лошадьми, все, и больше ничего не будем. Очень приятно. Раис Фрич, муниципальное предприятие нуждается в поддержке? Сохранили же? Сохранили, вот им спасибо, спасибо руководству города, сохранили. Но мы хотим на это предприятие посмотреть немножко более шире в составе. Вообще, я, как сказать, я вот готовил это совещание, просто летом я его хотел провести, не получилось, перенесли о лошади, о коневодстве. Коневодстве всех видов, начиная с спортивное, культурно-национальное, медицинское. Вот об этом плане мы поговорим. И там вторым вопросом, как раз я попросил их представить комплексный план развития вот их муниципального предприятия. Вот, поэтому так. Ну все, теперь Спасибо. домой. Все, до свидания.